многовекторная интеграция – выбор Казахстана. Ее тенденции, коллизии, перспективы в программе «Рынок без границ». Здравствуйте, с вами Павел Коктышев. Вы смотрите программу «Single Market». Казахстан в 2013 году принял концепцию перехода на зеленую экономику и фактически стал первой страной в Центральной Азии, которая на официальном уровне объявила о своих приоритетах в этом процессе. А именно низкоуглеродное развитие экономики, повышение энергоэффективности и включение в энергетический комплекс мощностей, полученных с помощью возобновляемых источников энергии. И по мнению экспертов, опыт Казахстана по созданию базовых условий для перехода к зеленой экономике заслуживает внимания в масштабах всего Центральноазиатского региона. Экономика, которая приводит к повышению благосостояния людей и укреплению социальной справедливости при обязательном условии снижения ее рисков для окружающей среды и сохранения экологических ресурсов. Такое определение зеленой экономики дает United Nations Environmental Program – программа ООН по окружающей среде. Ее принципы берут на вооружение страны, ставящие перед собой цели стабильного роста. По мнению экспертов, этот вектор развития должен быть актуален и для Центральноазиатского региона. Для стран Центральной Азии переход к зеленой экономике является важным, потому что известно, что регион находится в полузасушливой и засушливой природной зоне, имеет резко континентальный климат, что уже говорит о высокой уязвимости стран Центральной Азии. Высокая уязвимость проявляется в деградации земель, а этот процесс, в свою очередь, вызван засолением и эрозией почвы, дефицитом водных ресурсов. Для Центральной Азии, где значительная часть населения занимается сельским хозяйством, одним из ключевых решений проблем, наряду с эффективным использованием трансграничных рек, стоит вопрос внедрения ресурсосберегающего земледелия. Из-за нехватки воды мы должны применять водосберегающие технологии для максимально эффективного использования той воды, которая у нас имеется. То есть внедрять новые современные инновационные технологии. К таким инновационным технологиям относится точечное земледелие, которое предполагает комплексное использование различных современных достижений, в том числе зондирование с помощью спутников и беспилотных летательных аппаратов, навигации и программного обеспечения. И эта модель на сегодня считается самой продвинутой. Однако, в силу ее высокой стоимости и наукоемкости, регионам Центральной Азии к ней следует идти постепенно, внедряя инструменты ресурсосбережения. Например, восстанавливая системы ирригации, устраняя последствия от водной и ветровой эрозии, сокращая механическое воздействие на почву, применяя севообороты и капельное орошение. С точки зрения доходов, в принципе, уже есть много исследований, которые доказывают, что намного выгоднее вкладывать в инновационные, в эти новые технологии, потому что даже если они изначально более дорогие, они дольше сохраняются на рынке, и они позволяют, в принципе, получать большую долю возврата капитала. Это основной целевой индикатор зеленой экономики. И чтобы к нему стремиться, по мнению экспертов, необходимо вначале заложить институциональный фундамент. В этом контексте весьма полезен опыт Казахстана, который последовательно, шаг за шагом, разработал и внедрил ряд важных законодательных механизмов. В 2007 году республика приняла экологический кодекс, в 2009 ратифицировала Киотский протокол. В 2012-м ввела закон об энергосбережении и энергоэффективности. В 2013-м утвердила концепцию перехода к зеленой экономике. Казахстан среди стран Центральной Азии успешно реализует политику низкоуглеродного развития, при этом уже применяя систему торговли выбросами парниковых газов, которая может быть хорошим опытом для других стран Центральной Азии. Как на практике могут работать инструменты институциональной политики, сегодня показывают результаты конкретных проектов, которые были реализованы в сфере энергетики, промышленности и защиты окружающей среды. Уже действует 50 предприятий, производящих энергию из возобновляемых источников суммарной мощностью 300 мегаватт. В течение последних 10 лет за счет реализации природоохранных мероприятий выбросы загрязняющих веществ в атмосферу сократились на 13%. Выбросы попутного нефтяного газа на 70%.
Поэтому именно на казахстанской площадке эксперты регионального экологического центра организовали программу лидерства. Осенью 2017 года в рамках этой программы с участием представителей стран Центральной Азии обсуждались вопросы перехода к низкоуглеродному развитию, смягчения адаптации к реалиям климата, перспективы привлечения зеленых инвестиций в экономику и роль человека в продвижении принципов устойчивого роста. Да, необходимо взаимодействовать, необходимо вместе решать вопросы. Лучше кооперироваться, и это поможет проще, намного быстрее переходить. Вместо того, чтобы каждый отдельно изобретал велосипед, да, это многие вещи можно комбинировать, складывать вместе и, соответственно, просто быстрее двигаться на этом пути. Тем более, что основной вектор этого пути был наглядно продемонстрирован на международной выставке «Экспо», которая с июня по сентябрь 2017 года прошла в столице Казахстана. В тематических и национальных павильонах, в том числе и стран Центральной Азии, были показаны лучшие разработки энергии будущего и представлены сценарии развития зеленой экономики. Наталья Романенко, Жанат Абдрахманов, Ниджат Юсупов. Специально для программы «Single Market». Рекламный рынок – один из показателей активности бизнеса и конкурентоспособности товаров. Поэтому он в определенной степени отражает состояние экономики и уровень социального благополучия общества. Если производство сокращается, потребительские возможности снижаются, объем торговли падает, то, соответственно, эти негативные факторы влияют и на рекламный рынок. Как сегодня развивается рекламный рынок ЕАЭС и каким он подвержен трендам, узнаем от нашего обозревателя Александра Галиева. Предлагаю начать этот обзор, как всегда, с лидеров рынка. Наибольший объем рекламы на евразийском экономическом пространстве приходится на долю России. По оценке экспертов, этот рынок вырос в России за 2016 год на 11% и достиг 360 миллиардов рублей. В долларовом эквиваленте это 6 миллиардов и 260 миллионов. В Ассоциации коммуникационных агентств России утверждают, что это самый большой показатель за всю историю российского рекламного рынка. Самые большие темпы роста показал сегмент интернета. Расходы рекламодателей на продвижение в сети в 2016 году выросли на 21%. При этом доля интернет-рекламы составила 38%. Расходы на телевизионную рекламу выросли на 9%. И в целом доля этого сегмента на профильном рынке составила 42%. Кстати, объем рекламы в печатных средствах массовой информации снизился на 16%. Второе место среди стран ЕС по объему рекламного рынка занимает Казахстан. По данным компании Select Communication, он оценивается в 38 миллиардов тенге или чуть меньше 112 миллионов долларов. И о некоторых нюансах. На цифровые каналы приходится около 10% от всего объема рекламы. Для сравнения, в России 38%. Главный бенефициар рекламных бюджетов – телевидение. В Казахстане этот сегмент занимает около 56% от всего рекламного пирога. Это на 14% больше, чем в России. Вместе с тем, следует отметить, доля рекламы в печатных СМИ в Казахстане сокращается. И это, по всей видимости, общемировой тренд. По мнению экспертов, рекламный рынок к концу 2017 года в Казахстане может вырасти на 8%. В денежном эквиваленте он достигнет 41 миллиарда тенге. Тройку лидеров в Евразийском экономическом союзе замыкает Беларусь. Объем рекламного рынка по итогам 2016 года составил 145 миллионов белорусских рублей. Это почти 78 миллионов долларов США. По сегментам медиарекламного рынка 48% это доля телевидения, 26% занимает интернет. Кстати, в прошлом году на интернет-рекламу было затрачено около 10 миллионов долларов, что на 5% меньше, чем в 2015 году. И вместо резюме. Основной тренд рекламного рынка ЕАЭС – это растущий спрос на программатик-рекламу, который стремительно набирает обороты в цифровом маркетинге. По оценкам экспертов, в ближайшее время 83% от всех покупок дисплейной рекламы будут осуществляться на основе программной платформы. На этом у меня все. С вами был Александр Галиев. До встречи в программе Single Market. 26 лет назад, в декабре 1991 года, одновременно с распадом СССР было создано неформальное объединение Содружества независимых государств. Напомню, на данный момент в СНГ официально входят 9 постсоветских стран. Среди них Азербайджан, Узбекистан, Таджикистан и Молдова. Остальные ключевые игроки одновременно являются членами Евразийского экономического союза.
Не лишним будет сказать и о том, что в начале 90-х это был единственный международный формат, в рамках которого страны бывшего Союза смогли цивилизованно разойтись. По мнению аналитиков, именно СНГ заложила основы для евразийской экономической интеграции. А сегодня эта структура в основном акцентирует свою деятельность на развитии торговли и культурных связей. Продолжение темы у Анарта Станбековой. Содружество независимых государств и Евразийский экономический союз. Одно другому не мешает. Наоборот, дополняет и заставляет искать новые точки пересечения интересов и в то же время успешными примерами показывает, что надо сохранять добрые традиции сотрудничества. И одна из таких традиций – конкурс на соискание премии Содружества независимых государств за достижения в области качества продукции и услуг. Он проводится с 2007 года с периодичностью один раз в 2 года. Это, наверное, самый престижный конкурс на просторе СНГ. Обладатели звания лауреата, дипломанта этого конкурса – это, конечно, лучшие компании, которые есть в СНГ. И это на самом деле так, поскольку условия для участия в этом конкурсе достаточно строгие. Это соответствие продукции и услуг требованиям высокого качества на протяжении как минимум 2 лет работы на рынке. При этом экспорт должен осуществляться в не менее чем 2 страны, которые входят в СНГ. Кроме того, учитываются такие факторы, как эффективная стратегия развития, профессиональный уровень кадров, опыт взаимодействия компаний с партнерами и потребительскими сообществами. Кстати, за 10 лет существования этого конкурса премию СНГ за достижения в области качества получили 10 компаний из Казахстана. В их числе промышленные производства, предприятия по выпуску сельскохозяйственных товаров, продуктов питания. И по мнению экспертов конкурса, эти компании были достойными лауреатами. Казахстанские предприятия отличаются тем, что хорошо поставлена вся работа. Ваши предприятия Актюбинсринген стали лауреатами на тот период, когда участвовали. Там очень хорошее предприятие, современное, это технический уровень документов, и все находится на уровне европейских и международных стандартов. В этом юбилейном для конкурса году в Казахстане для участия были выбраны компании, которые работают в приоритетных для экономики республики сферах. В этом году, в 2017 году, у нас от Республики Казахстан участвует 3 предприятия. По номинации, значит, в производстве как малом бизнесе ТО «Карлис Крона», Южно-Казахстанская область. В номинации продовольственные товары и производство продовольственных товаров сельскохозяйственной продукции у нас участвует ТО «Ордабасы-Кус», Южно-Казахстанская область. Вот. И в другой номинации «Услуги» участвует ТО «Петролиум», город Алматы. Группа компаний «Петролиум» – крупнейший оператор по оказанию экспедиторских услуг в нефтегазовом секторе. Она перевозит до 80% от всего казахстанского объема темных нефтепродуктов, предназначенных на экспорт. В прошлом году достигнут рекордный показатель – 11 миллионов тонн нефти и нефтепродуктов. Представительства «Петролиум» расположены в Астане, Атырау, Шымкенте, Павлодаре, Актау, Кызылорде, на станциях Достык и Узень. В 2016 году компания закончила строительство железнодорожной станции и подъездных путей в рамках проекта «Развитие транспортной инфраструктуры Атырауского нефтеперерабатывающего завода». И на основе частно-государственного партнерства была создана новая инфраструктура для обеспечения непрерывной отгрузки нефтепродуктов в западном направлении. Если Казахстан в целом оценивать как точку А, то география поставок наших клиентов все-таки в первую очередь, потому что мы клиенты ориентированы, она включает в себя практически все страны СНГ и Балтии. У нас много партнеров с Узбекистана, с Российской Федерацией, есть с Азербайджана, поэтому мы хотим и развиваться дальше. У нас есть большое направление, как Китай, в силу того, что Казахстан находится, как всем известно, в транзитной зоне, а мы именно предоставляем те услуги наземного транспорта. Поэтому я считаю, что эта премия нам много откроет окон и дверей, куда мы можем зайти.
Жюри конкурса на соискание премии СНГ возглавляет Межгосударственный совет по стандартизации, метрологии и сертификации, штаб-квартира которого находится в столице Беларуси, в городе Минск. Кроме того, участников оценивают представители национальных торгово-промышленных палат стран СНГ, ассоциаций и союзов промышленников и предпринимателей, обществ потребителей. Итоги конкурса объявляются в декабре, а награждение происходит в начале Нового года. Кстати, лауреаты и дипломанты конкурса получают право использования эмблемы премии СНГ в рекламных целях на протяжении 3 лет. Конкурс, я уже повторюсь, да, что он дает огромные возможности для совершенствования компании. Потому что те критерии, которые установлены для идеальной организации, они могут быть использованы любой компанией для того, чтобы им соответствовать и тем самым совершенствовать свою деятельность. Помимо выявления лучших из лучших через призму соревновательной борьбы, у конкурса проявляется другая, не менее важная миссия – познакомить ближе экспортоориентированные компании СНГ друг с другом и создать у них мотивацию к расширению сотрудничества, к поиску новых возможностей для своего роста. Анар Тасымбекова, Анатолий Валуйский специально для Single Market. Бытовая химия – один из самых крупных сегментов в сфере производства. И это оценка адекватной логики рынка. Товары повседневного спроса в приоритетном потребительском списке. А как известно, спрос рождает предложение. В Казахстане долгое время это предложение почти на 100% исходило от зарубежных производителей. Сегодня ситуация постепенно меняется. Слово «химичить» в переносном смысле означает «хитрить, подделывать», то есть то, что по своим характеристикам далеко не отвечает ожидаемому эффекту. Применительно к продукции производственного комплекса «Аврора», которая относится к химической отрасли, такая трактовка абсолютно неуместна. Это предприятие по выпуску косметики и бытовой химии находится в Алматы. Оно основано в 2010 году в результате диверсификации группы компаний «Аврора Холдинг». Вначале ассортимент был небольшой, и он расширялся по мере развития производства. Сегодня здесь выпускают около 100 наименований продукции по 3 направлениям. Первое – это дезинфицирующие средства для нужд медицинских организаций. Второе направление – это производство бытовой химии и косметических средств для нужд населения. И третье направление – это производство чистящих и моющих средств для пищевой промышленности. Технологический процесс по выпуску продукции начинается с лаборатории. Здесь специалисты не только определяют качество сырья и готовой продукции, но и создают уникальные рецепты. У нас есть химик-технолог, который разрабатывает, испытывает наши рецептуры, после чего мы их отдаем в соответствующие аккредитованные лаборатории и получаем все разрешительные документы. Такой подход предусмотрен в рамках соответствия требованиям международной системы GMP. После получения стандарта качества новый рецепт поступает в реакторную, сердце завода. Здесь готовится раствор, который после смешивания с другими компонентами идет на разливочную линию. Одновременно с этим технологическим процессом на предприятии выпускают бутылки и крышки из полипропилена. Сырье подается в бункер и разогревается. После этого создается заготовка. Затем ей придают нужную форму, и бутылка готова для заполнения продукции. После этого цех шелкографии наносит различные рисунки и надписи, необходимые покупателю для того, чтобы получить информацию о данном продукте. Последний производственный этап – это закупоривание бутылок, их маркировка и упаковка. И продукция готова для реализации. Дезинфицирующие средства, которые выпускают это предприятие, покупают все регионы Казахстана и 6 областей России. Сегодня компания предпринимает усилия по освоению нового рынка. В мае 2017 года представители завода участвовали в торговой миссии казахстанских производителей, которая состоялась в столице Кыргызстана Бишкеке. Они изучали возможности по экспорту своей продукции на рынок соседней республики. Мы проводили анализ рынка. Примерно емкость рынка составляет до 30% от рынка Казахстана. Но цены пока проектные, то есть объем примерно проектный. Мы готовы работать, мы готовы открывать здесь представительство. В целом уже ведутся работы по этому направлению.
Одновременно с расширением рынка компания работает над увеличением своих производственных мощностей. И в планах предприятия строительство еще одного цеха, где будет выпускаться новая продукция. Олег Болдырев, Бахыджан Бахриев. Специально для Single Market. На сегодня это все. С вами был Павел Коктышев. Напоминаю, все выпуски нашей программы вы можете смотреть на сайте kazakhtv.kz. До скорой встречи в программе Single Market.